приехала к нам солнечная, удивительно теплая, как преподаватель профессионал, как журналист, теоретик профессионал. Сколько знаний нам дала, не только вам, дорогие студенты и аспиранты, и нам, преподавателям. Это действительно так. Начинали с вас и до самого позднего вечера были вместе, и столько полезного мы получили. Отдельно аспиранты встречались с ней. В Гостелерадио была встреча удивительно хорошая, теплая, в теплой атмосфере. А в университете вся неделя вот по несколько лекций, по 2, по 3 лекции она проводила. Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникации Московского педагогического государственного университета. Вы знаете, она настолько все четко нам расписала для того, чтобы создать у нас же в университете студии радио, студии телевидения. Это не так сложно, потому что наши студенты должны снимать, вот как они снимают, должны уметь работать с микрофоном, с фотоаппаратом, с видеокамерой. Это мы все как бы сами, у нас таких предметов даже нету, но мы стараемся их учить, чтобы они, просто журналистика современная, без съемок, без монтажа, без работы с видеокамерой не существует. Это совокупность. Журналист сегодняшний совокупность всех профессий. И режиссерская, и операторская, и монтажерская. Конечно, само собой, журналистская. Что я получила за почти неделю, потому что вот сегодня уезжаю, почти неделю я здесь пробыла. Я это сформулировала для себя так. Я сюда приехала за терапией любви, потому что столько теплых людей, столько любви, столько доброжелания. Я не знаю, где можно еще получить, поэтому вот буду своим коллегам об этом рассказывать. И когда вернусь, мы обязательно проведем заседание кафедры, коллеги уже ждут, старшие коллеги, заведующие кафедрой, наш проректор университета и директор нашего института журналистики Татьяна Николаевна совмещает эти две должности. Они все очень интересуются, как проходит. Я, конечно, буду рассказывать о том, что как и в нашем университете, я патриот своего института, я там с 2000 года, я также буду рассказывать, что здесь тоже люди, которые влюблены в этот университет. И это очень здорово, и у меня очень теплые впечатления от главных людей института, университета, а главные люди — это студенты. Студенты, аспиранты, все для них всегда в любом высшем учебном заведении, все всегда только для вас. И когда я вижу, что студенты интересующиеся, что их не нужно заставлять задавать вопросы, что у них есть эти вопросы, они назрели и они готовы к дискуссии, это очень приятно, поэтому поверьте, я буду рассказывать с большим воодушевлением об этой поездке, о людях, об университете. И, в общем, я очень надеюсь, что эта поездка будет не последней, и это только начало нашего сотрудничества и нашего обмена. Я очень благодарна. Елена Станиславовна, она затрагивает такие важные аспекты современной журналистики, которые сегодня как-то в наше время уже не модные и только сейчас начинают возрождаться на теме патриотики, на теме исторической правды, на теме, в первую очередь, мне кажется, вы больше касаетесь вопросов гуманизма в журналистике, что колоссально важно, что очень важно. Мы устали все от этих новостей, где рейтинговым считается там, где больше всего убийств, крови и насилия. И поэтому, очевидно, наш мир пришел к тому, к чему мы пришли сегодня, к такому жестокому противостоянию, к войне, к культуре отмена, к русофобии, ко всем вот этим, знаете, привидениям из далекого прошлого, которые мы никогда не могли подумать, что могут возродиться в 21 веке. И вот такие журналисты, вот такие специалисты, которые сегодня у нас есть возможность учиться, да, и обмениваться опытом, я думаю, это очень большая находка. Пожалуйста, максимально спрашивайте, вы уже вытягиваете вообще все, вот это впитываете, все, что скажет вам наша прекрасная гостья. Мы со своей стороны университет надеемся, что это сотрудничество продолжится. Да, вот приедете, расскажите коллегам, приглашайте их сюда, приезжайте.
Екатерина Георгиевна прекрасно ведет свою работу, она относится к этому с душой, она всегда к этому относилась с душой. И она, наверное, является вот таким ярким отражением гуманизма журналистики. Да, я это тоже подметила, безусловно. Все ее репортажи, все ее как бы, работы, исследования, они все затронуты на человеческом факторе. Когда она описывает какого-то человека, она не описывает его только как какого-то государственного деятеля, например. Она заглядывает в душу этого человека, и у него богатейший архив, у него богатейшее количество вообще, не знаю, работ, которые достойны изучения. По их работам можно биографию нашего государства написать и создать какой-то, наверное, общий психотип нашего человека. Я уверен, что и ваш опыт, и то, что вы пытаетесь дать нашим студентам, это колоссально важно. Пожалуйста, дорогие друзья, коллеги, то, что студенты, да, Олег Алексеевич всех студентов называет коллегами, и я согласен, это абсолютно, мы вместе работаем в одном учреждении. Как можно больше учитесь у таких людей, старайтесь, продолжайте, конечно, обмениваться опытом, это очень важно, особенно в современной жизни, журналистика, когда каждый человек сегодня журналист. Все, что тебе нужно, это телефон, и все. И ты журналист, ты сделал пост, ты сделал какое-то сообщение, выложил в соцсети, и вот у тебя растут куча лайков, кто-то согласен, кто-то комментирует. Пусть будет на память. Маленько, приезжайте к нам еще. Спасибо в университете, в нашей на кафедре журналистики, безусловно, потому что это для всех, да. Спасибо. Коллеги, я думаю, будут в восторге. Спасибо вам большое. Ну и всегда рады вам. Спасибо. Спасибо большое. Была возможность общаться. Благодаря Екатерине Георгиевне она нас познакомила. Хочу вам сказать, самые лучшие впечатления вот от такого неформального общения, она и ее супруг вместе, значит, мы первый день их приезда мы посетили международный шахматный турнир, который в Танышах проводился, очень образованный, очень культурный человек, и человек, у которого есть такая, знаете, добрая, красивая душа. Вот это самое главное, то, что мы с вами всегда ценим в Абхазии, так сказать. И чем, может быть, я им сказал в день приезда, я говорю, вы первый раз в Абхазии спросили? Они говорят, да, я говорю, я вам дико завидую, потому что вы открываете для себя совершенно новый мир. Могу вам сказать, что у меня тоже есть небольшой опыт. Я чем только в этой жизни не занимался, и один период был такой, уже оказавшись в Москве, я вдруг неожиданно, значит, новый проект, значит, мне был поручен, и я создал новый журнал, назывался он «Берега». Это испанское такое вот направление, и раскрутить журнал мне давали год времени, чтобы выйти на самоокупаемость. Я за 4 месяца смог это сделать, значит, чем удивил людей, которые, так сказать, меня туда вели. Когда началась война, уже мы поняли, что идет война, началась, Владимир Ильич Арденберг провел совещание. В тот день должна была быть сессия Верховного Совета Абхазии, но, естественно, она была отменена, бой шел уже в 500 метрах от здания президентского дворца на Красном мосту. Значит, собрал нас всех, был, кстати говоря, и Олег Алексеевич Баранов там, и он тогда задал вопрос, а что нам делать? Вот бой идет в 500 метрах, какой выход? Все присутствующие высказались на совещании, человек 10-12 нас было, все выступили так, что задний ход никто не дает, так сказать, и так далее, это только вперед. Я хочу завершить стихотворением. Кто из вас знает, кстати говоря, Киропа Магогяна? Вот хоть один руку, если поднимет. Молодые люди не знают. Кироп Магогян наш русский поэт. Вот у него есть одно стихотворение, которое мне так понравилось, что я его наизусть знаю, значит. Поддавшись всем соблазнам Марта, унизив мысли до строки, хочу на улицах Монмартра просить француженки руки. Хочу в гареме Эль-Хубара подмять подушки под бока. Хочу в Мадриде, выйдя с бара, сразить свирепого быка. Хочу остаться на Мальдивах без GPS и без газет, и наловить заморских рыбок, и на туристов поглазеть. Наедине остаться с ленью хочу в Сибири на печи,
и чтобы по щучьему велению мне подносили бы харчи. Хочу столкнуться при Аркадии с тибетской ясностью ума, а пьянеть хочу в Абхазии, когда там царствует хурва. Спасибо. Очень интересный человек, очень содержательный. Он кандидат наук. Сколько лет уже Олег преподает. Алексеевич заставил стать кандидатом. Да, кстати, тоже очень интересный эпизод, как он защищал кандидатскую диссертацию, но обо всем сразу никак не расскажешь. Вот таких людей надо ценить. Я, знаете, в какой-то степени ревностно отношусь, когда наши такие уникальные кадры находятся за пределами Абхазии. Также за пределом Абхазии находится, то есть преподает профессор, доктор наук Рауф Чинчорович Барцыц. Кстати, приезд Елены Станиславовны, это исходит от Рауфа Чинчоровича. Ну, просто так люди не приезжают, вы сами знаете. Вот он с проректором Московского государственного университета педагогического связался, пришел к ним, поговорили, что нам нужны такие преподаватели для аспирантов, для студентов, чтобы обмен опытом. И потом уже вышли на кафедру журналистики, и вот Елена Станиславовна сама проявила инициативу, я поеду, и за кафедрой, конечно, отправляет сюда. Как это здорово, да? Абсолютно, совершенно бесплатно. Всю неделю она вот здесь у нас была, читала лекции. Что хочу сказать, почему Беслан Валерьянович здесь? Во-первых, мы большие друзья. Как я вам говорила, очень много чего связывает. Я создавала фильм про его отца, Валериан Усманович Кувахия. Кстати, молодые студенты, чтобы вы знали, его памятник стоит у площади Свободы, бывшее здание Гостелерадио, отца памятник. Очень достойнейший был человек, один из первых лиц Абхазии. Конечно, и сын должен был быть таким. Ну, он в данное время в Москве, и я не скажу, что это плохо, но такие преподаватели, как он, как Рауф Чинчорович, они нужны здесь. Вот уже рассказывала студентам, да, что большинство российских СМИ, они живут за счет рекламы. И сегодня мы находимся в той точке, когда желание заработать и получить доход, оно диктует совершенно другие правила и заставляет журналистов отступать от этических принципов. Вообще отступать от каких-то профессиональных, от канонов журналистики. И это ужасно. Это есть самая большая проблема, которую вот мы сегодня испытываем. Потому что мы понимаем, что народ хочет хлеба и зрелищ, а в меньшей степени он хочет узнавать о театрах, о культуре, о кино и так далее. Ну, то есть хлебом и зрелищем, да, гораздо проще заработать аудиторию. Чем быстрее ты заработал аудиторию, тем быстрее ты продал как бы, да, эту аудиторию рекламодателю. Цинично – да, жестко – да, непрофессионально – да, но по-другому средства массовой информации практически не могут выживать. Я со своей стороны всегда говорю студентам: ребята, вы потом, если вы будете так работать, вы будете пожинать плоды этого, и ваши дети тоже будут пожинать плоды. Если вы не будете помнить о том, что журналистские принципы превыше всего, если вы будете создавать контент только для того, чтобы его подороже продать, не думая о том, что упаковано в этот контент, не думая о том, как это отразится, наше общество, мы будем стагнировать интеллектуально, культурно, да, мы из культурной нации превратимся, ну я не знаю, это страшно даже представить во что. Поэтому я сегодня каждый день размышляю об ответственности журналистов вместе с нашими коллегами, вместе с нашими студентами, которые тоже, да, уже коллеги.
И мне тоже хотелось бы, чтобы вы сегодня, когда вы только делаете первые шаги в профессии, когда для многих только начинается студенчество, да, я вчера слышала, что многие ребята осознанно пришли в журналистику не потому, что они ткнули пальцем где-то на стенде и сказали, ну, может быть, сюда, а именно осознанно. У многих родители подсказали, учителя. И то есть это было созревшее решение. И вот если вы сюда уже пришли, значит, нужно оправдывать, да, это действие. Нужно отвечать за каждое слово, которое вы сказали. И я тоже говорю все время студентам, ребят, вот есть человек, у которого в руках оружие, и есть журналист, у которого нет в руках снаряда, гранатомета, не знаю, установки БУК и так далее, да, автомата, но у него есть в руках слово. И иногда это слово может выстрелить и быть причиной трагедии гораздо, возможно, больше, чем да, трагедия от того, что ты применил оружие. И это тоже вопрос ответственности. Все время нужно думать, чего мы хотим, зачем мы сюда пришли. Мы хотим формировать гуманное общество, мы хотим делать журналистику чище, лучше, мы хотим делать общество более культурным, более спокойным, особенно в нашем сегодня очень тревожном мире. Мире, где практически в каждом уголке идут военные действия, одни других ненавидят и так далее. Вот мне кажется, я уже вчера тоже это говорила, журналисты — это посланники мира. И об этом нужно помнить. И вот мне хочется, чтобы вот эти минуты, да, которые я с вами общаюсь, это, пожалуй, такие главные акцентные точки, которые бы мне хотелось расставить. Это то, что сегодня беспокоит меня, и то, в том числе, с чем я выхожу на диалог и со своими студентами там в Москве, и сегодня вот к вам. Думайте о том, зачем вы пришли, и думайте о том, что сегодня от вас зависит, какой будет профессия, какое будет общество, в котором будете жить вы, ваши дети, ваши близкие, ваши родители, ваши друзья. Абхазия такая маленькая, но в то же время такая важная для вас, потому что я почувствовала, насколько патриотично настроенные люди здесь, в Абхазии, живут, и это очень здорово. И журналисты отвечают в том числе за благополучие, за завтрашний день. Да, вот смотрите, ответственность журналиста, в качестве примера, да, где-то я читал это, хотели скомпрометировать одного руководителя, значит, какой-то организации. Звонят ему журналисты и спрашивают, приемный секретарь отвечает, спрашивают, скажите, а Иван Иванович, условно я говорю, значит, он сегодня трезвый, он пьет, говорят, а вы что в этом вообще грамм не пьет? То есть он сегодня трезвый на работе? Как вам не стыдно? Конечно, трезвый. А это правда, что он избил ночью, значит, свою жену, говорит, да вы что, с ума сошли, он такой семьянин хороший и так далее. То есть он себя прилично ведет или неприлично? Нет, было абсолютно прилично. На следующий день выходит статья. Звонили в организацию, интересовались. Иван Иванович сегодня на работе трезвый. Как это не удивительно, но жена не избита. И сегодня он ведет себя достойно. То есть вроде не соврали, понимаете? Но человек, читающий эту информацию, он начинает думать, ну сегодня он такой, а вчера, видимо, пьет и все остальное. И еще одно я хотел сказать, значит, я хочу выразить огромную благодарность, значит, Екатерине Георгиевне Бебе. Ну, это легендарный человек, я вообще вам завидую, да, такой руководитель у вас есть, такой педагог есть, да. А легендарная, она у нас были военные журналисты во время войны, да, вот одна из них, значит, ведущих, говорю, вот так я сказал, бывших журналистов, которая везде была, во всех горячих точках на фронте, там не горячих точек у нас не было, так сказать, но везде где-то было возможно, как и было. И архивы, которые у нее есть сегодня, это уникальные архивы военного времени, и мало того, что она сохранила и оцифровала версию архива, у нее огромнейший архив, и довоенно тоже, да, вот книга, одна из книг, которую она выпустила, это книга о репрессированных, да, 40 лет она писала эту книгу, можете себе представить, да, 40 лет спустя, вот сейчас вот вышла эта книга. И еще хочу сказать, вы все-таки читающие, я так думаю, люди, да,
Скажите, пожалуйста, назовите одного автора абхазского, не абхазского, это кроме Льва Толстого, который 50 книг написал и издал. Катерина Лебедева. Кроме нее, кого-то назовите. Вы представляете, какой-то труд, прежде всего, да? Написать может все, что угодно, надо же еще ее издать, так сказать. Это в наших условиях очень сложно. Но вот Екатерине Георгиевне это удается, я Спасибо большое. очень счастлив, что мы вот дружим с ним, так сказать, и что у нас вот такие дружбы. Спасибо. Мы для себя извлекли очень много новой информации, обмен опытом, он всегда полезен. Наши преподаватели тоже стараются часто приглашать интересных преподавателей, гостей. Это немаловажно для нас, конечно, и мы с радостью принимаем и стараемся черпать всю информацию для себя, извлекать все интересное. Далее мы это будем, конечно, применять и в своих работах, и в дальнейшей работе. Научный обмен — это всегда для меня самый интересный, практически научный. Вот, поэтому очень приятно, что молодежь выходит на это научное поприще. И все, что от нас зависит, мы обязательно сделаем, мы поможем, мы проконсультировать. И там заведующая нашей кафедры, она точно так же, как вот очень много похожих, как Екатерина Георгиевна, старалась открыть аспирантуру. Это прям вот дело жизни, да, чтобы в науке были свершения, да, именно в журналистике, чтобы это развивать. Поэтому вы первопроходцы, вам все карты в руки, и все, что от нас зависит, от Московского педагогического государственного университета, от моих коллег, от моих наставников, способствовать, потому что у нас очень откликающиеся люди. Спасибо большое. На самом деле, я вот и при студентах тоже сказать хочу, Екатерина Георгиевна всегда рядом со студентами. У нас все преподаватели хорошие, но вот у этого человека вот нет такого, чтобы она вот у меня есть знания, я закрываюсь и не передаю это. Она всегда старается для студентов передать. Вот вы уже новое поколение, вот кто после нас. И ее не пугает то, что мы не настолько сильны пока в своих знаниях. Она нам всегда внушает: вы сможете, у вас получится, не говорите, что мы не знаем, вперед. Вот так вот она рядом с нами. Это тоже немаловажно, конечно. Естественно, у нас есть свои страхи какие-то, да, вот вдруг не получится. Но вот с такой поддержкой, я думаю, что у нас все получится. Конечно, конечно. Да? Я вот два слова, если можно, продолжу. Когда я общалась с ребятами вот эти несколько дней, когда я начинаю говорить, ну вот, наверное, ваши преподаватели, вот, они говорят, у нас всегда говорят, Екатерина Георгиевна нас учила, Екатерина Георгиевна нам сказала, Екатерина Георгиевна нас обучала монтажу, как снимать и так далее. Ну, то есть они у них все время ваше имя на языке. Спасибо. И это очень здорово. Ну, я не только одна, тут много преподавателей. Да, у нас все Я говорю то, что я успела услышать, да, и они говорят, что у нас все преподаватели хорошие, это вот прям я практически цитирую. Но я все время слышу Екатерину Георгиевну, и студенты должны быть счастливы, что у них преподает человек не только теоретик, доктор наук. Часто бывает, что доктор наук не знается не только теория, а здесь практик. И такой практик, мастер военной журналистики. У нас нет военного журналиста среди преподавателей. Вот, поэтому, ребята, вам повезло. Ехала поздравить с очередной книгой маму, еще своего преподавателя. Мне выпала честь, так же, как и вам, учиться у этого преподавателя. Я хочу сказать, что, может быть, не скромно с моей стороны, но действительно это были замечательные лекции. Если где-то какие-то лекции, да простят меня педагоги, бывало иногда, что иногда хотелось пропустить, но эти лекции и я, и мои друзья, не было такого даже никогда в мыслях пропустить. Мы наоборот бежали, мы боялись опоздать. На самом деле интересно проходили. Я хочу поздравить. Может быть, многие думают, что в современном мире в интернете все доступно, любую информацию можно найти. Но мне кажется, та магия, когда ты берешь в руку книгу,
вот это ни с чем не сравнить, вот это ощущение, когда ты перелистываешь страницу, когда ты понимаешь, что над этой книгой трудились для того, чтобы эта информация попала тебе в руки. Это очень важно, это нужно понимать, это нужно ценить. И иногда, когда вот мы дома общаемся, когда мама над очередной работой, над очередной книгой работает, и иногда такие мысли вот у нее проскальзывают, и думаю: слушай, столько архива, столько всего, вот я думаю, вот Саечка, вот думаю, вот это все тебе потом вот прям нагрузка, что ты будешь с этим делать? А я, в свою очередь, думаю, смогу ли вот это с честью, с достоинством сохранить вот это все, но потом я понимаю, что есть вы, есть архив, есть люди, есть наша страна, которая, мне кажется, вот это все действительно сохранит. Ну, естественно, мы тоже это будем стараться. Да, это достояние, действительно, да. И мне немножко становится, ну, как бы легче в этом плане, что, ну, вот эта вся нагрузка, вся ответственность тоже вот будут люди, которые будут это хранить и поддерживать. Ну, что я хочу сказать? Я, если честно, закончила давно, не будем углубляться в цифры, но мне очень приятно было сегодня окунуться вновь в эту студенческую атмосферу, послушать вас. Очень приятно, что у наших студентов сегодня есть возможность действительно слушать таких замечательных преподавателей. Цените это все, впитывайте все это. И, может быть, я, хоть и являюсь выпускницей нашего университета, закончила журналистику, но, может быть, я немножко в последнее время больше ушла в творчество, но я понимаю, и сейчас тоже я больше поняла, что все-таки интерес к журналистике, он у меня все-таки сидит, и, возможно, я вернусь к этому. Спасибо большое. Спасибо. Меня зовут Лукавия Рафида, я учусь на журналистике третьего курса. И в первую очередь хотелось бы поблагодарить вас, Елена Станиславовна, за то, что оказали нам честь, уделили нам время. Благодаря вам всего вы у нас провели 1 или 2 лекции, но мы столько всего нового для себя узнали, новые вопросы, столько всего интересного. Спасибо вам огромное. Надеемся, что еще такие встречи будут. Екатерина Георгиевна, вам огромное спасибо за то, что даете нам возможность участвовать в таких мероприятиях. Это действительно для нас бесценный опыт. И спасибо вам огромное. Хочу поздравить вас с новой книгой очередной. Я хочу пожелать вам удачи в вашей нелегкой профессии. Благодаря таким встречам у нас появляется любовь к нашей профессии. И спасибо вам, Елена Станиславовна, спасибо вам, Беслан Валерьянович. Беслан Валерьянович. И табу. Действительно, Мия очень способная, она уже работает в районное гудаутское телевидение, ее сразу взяли и в качестве оператора, и в качестве журналиста, и монтажера, научилась сразу, и не только она одна, я просто вот к слову говорю, вот такие талантливые у нас журналисты молодые. Аришот за формата 4 хазишто листик курка янцаны хазагон яхахавял на басари школьны за лекцию харей хаман знаку баст цейц на пацу свету хоть мия бручка сад помощь зизер баст на помощь танцос ручка вот она сочти сарас хат сбух хат хоспо обруждя вот ярбун хтусу сауха Дыная канала терезнаки звитулах шейкуз. Вы сервисовых лекнатик из банок зер сихнермон хараяц зария удайрапа. Хаз зигепот и газина гярди бхайснаги лхот учезук учузнапотха абриш отцера атурах дарадза карадза кутхарадза. Ехтенца затеву бхайшас сверстаху. Слушать ваши лекции. У нас были 2 лекции, мы бы хотели бы еще посетить ваши лекции там, потому что у нас практика отличается. Будем надеяться, что у нас все получится. Спасибо большое. Я для этого сделаю. Спасибо. Я из твоих слов поняла только формат А4 и ручки. Хара яхау дюзя анасып абришвала ацара абришвала хтырра коризм хара ариху рада шехнутску имёкцагу арина сыпу харахсына рибодуру избанза
أريحو أتورف فراد يحيى حبتشرح زي تعرفي يا ربي على كل خصنا حرحنا بجياي выигрательно быть. Благодаря таким людям, как вы, мы открываем дверцы к этим открытиям. И из всего того, что вы нам рассказали, я выделила вот за основу, взяла то, что каждый человек владеет инструментарием, чтобы преодолеть трудности. И стоит только захотеть, и человек сможет преодолеть любую трудность и достичь именно той цели, которую он хочет. И я поняла, что журналистика — это и есть путь, который освещается фонарями. Но если же журналист идет по правильному пути и не свернет с этого пути, то его слово станет частью истории. Из таких людей, как вы, как Беслан Валерьянович, лекция которого для нас тоже была очень продуктивной, и из таких людей, как Екатерина Георгиевна, мы должны брать пример. Это нам необходимо для нашей будущей профессии, профессию, которую мы уже в нынешнее время полюбили. Спасибо. Спасибо. شريف الإسلام أخا أستودنت في الزكيرة دستوه وتبريز الوحدة الإسبانية وزي على حرف زهني نفو بحرة ذكر في زهنها Спасибо вам. На самом деле я внимательно вас слушала, пыталась совместить фотосъемку и вас послушать. Это для нас такой основательный опыт. Мы журналисты третьего курса, и для нас то, что вы сейчас в нас вкладываете, продвигает наш путь дальше. И это на самом деле такой опыт. Хочу поблагодарить вас за то, что вы преподносите нам этот нелегкий путь. И тому пригодительно для Альбифха. Спасибо большое. Ариху хасындара красна кутха тасыги ядыру тапсына журналистика спорт хукадариш мачу ариха хасыни хю. Ихю перала царахцелот харки хакум пахат каяйва студент герок заудирку арибахов. Раз студент шахзын. В первую очередь я поздравила Екатерину Георгиевну с выходом ее книги и сказала о том, что она очень много для нас значит, и будущее поколение, безусловно, будет пользоваться этой книгой. И хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы уделили нам время и провели столь прекрасные мастер-классы. Те советы, те знания, которые мы получили, будут стимулировать нас двигаться вперед. И также очень приятно было от вас слышать, что в дальнейшем у нас будет возможность познакомиться с вашими студентами. Мы этого очень ждем, обмен опыта для нас очень важен. Меня зовут Даниэла Бубба, я со второго курса, английский. Нам было очень приятно здесь присутствовать, очень много интересной информации. Безумно благодарна, поздравляю вас с напечатанием книги. Для меня это очень важно, как для начинающей писательницы. Я сама пишу стихотворения, прозу. Вот. Было очень интересно послушать ваши истории, и я безумно благодарна за то, что мы сейчас здесь, внемлем вашим словам. Спасибо вам большое. We're thankful for being here. We're thankful for hearing all this information. I'm glad that the book is published, and it's also pretty important for me as a beginner writer. So we're really happy to have you here, and we're happy to be here. Что такое книга «Учебное пособие для преподавателя»? Это очень трудоемкий процесс. И это совсем не важно, это книжка 50-я, 1-я, 101-я. Это всегда очень серьезная работа, работа очень внимательная, работа очень кропотливая. Вот, поэтому я поздравляю Екатерину Георгиевну, и я поздравляю вас, потому что у вас будет возможность. На самом деле это вот прям пособие по журналистике. Я когда прочитала, я поняла, что здесь и о том, как снимать документалистику, и о том, что такое авторское право, и о законе о средствах массовой информации, что очень важно. Вообще ни один студент не имеет права брать в руки камеру и выходить в публичное пространство, там, не знаю, с помощью Фейсбука, имеет в виду журналист, если он не ознакомился с законом. Опять же, да, мы сегодня говорили об ответственности. Я хочу завершить словами, которые Екатерина Георгиевна приводит в этой книжке. Это цитата Достоевского, одного из моих самых любимых писателей. «Берите то, что дает сама жизнь.
берите все, что дает сама жизнь. Это обращено к вам, и я думаю, что это отчасти тоже посыл Екатерины Георгиевны к вам, ребята. Спасибо большое, очень приятно было это читать, и я думаю, что ребятам приятно тоже будет, что у них есть такая книга. Спасибо. Вы цените, да, то время, во-первых, которое у вас есть сейчас, да, это самое главное время, когда вы можете получить. То, что вы сегодня получите, да, это будет база, на которую вы всю жизнь потом будете опираться. И используйте вот эту ситуацию, когда с вами работают легендарные люди, на самом деле. Катя — это легендарный человек, на самом деле, и используйте вот эту вот возможность. Для меня было открытием общежитие, когда я вот приехал к нашим гостям увидеть, да, я когда увидел это общежитие, это сказка какая-то, уже, уверяю вас, не в каждом московском вузе такое можно увидеть. Вот такие условия сегодня созданы. Поэтому, да, мы медленно развиваемся, но мы идем вперед, мы не стоим на месте. Поэтому надеемся на вас, на молодых, так сказать, да, так что давайте вперед. Мы с Екатериной Георгиевной, наше поколение, так сказать, оно все, что могло, делало. Во всяком случае, мы не ленились никогда. Да? Вот то же самое мы вам хотим пожелать, а возможности это использовать. Это такие люди, как она, рядом с вами.